Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока «От классики к современности». Сегодня мы узнаем об особенностях музыки для кино, научимся различать закадровую и внутрикадровую музыку, выясним, какие функции может выполнять музыкальное сопровождение в фильмах, сможем проследить за музыкальной драматургией и развитием музыкального тематизма, сочетания с сюжетом киноленты. Вы уже знаете, что классической музыкой называют не только сочинения, написанные в эпоху классицизма. Это может быть и музыка композиторов, романтиков, импрессионистов, представителей других стилевых направлений. Единственным критерием является художественная ценность, неприходящее значение того или иного произведения для человечества. В этом полугодии мы вновь обратились к образцам классических жанров – оперы, балета, симфонии. Наряду с этими знакомились и с современными видами музыки – мюзиклом, рок-оперой, музыкой кино. И обнаружили, что некоторые явления в искусстве очень трудно назвать только классическими или только современными. Только тесно переплетаются в них элементы культурных традиций с современными темами и новыми направлениями искусства. Музыка Моцарта, Бетховена, Чайковского, Рахманинова продолжает звучать в концертных залах. Если на сцене выступают талантливые исполнители, то в зале нет ни одного свободного места. Наши современники находят в этой музыке ответы на волнующие их вопросы. Значит, эти произведения не утратили своей актуальности, они современны. С другой стороны, альтернативные музыкальные стили, джаз, рок, существуют уже не один десяток лет, и многие джазовые мелодии, композиции рок-групп тоже давно стали классическими. Да и музыканты симфонических оркестров охотно исполняют аранжировки этих мелодий в своих концертах. Получается, что никакие они не альтернативные, эти разные музыкальные направления. А когда современные рэперы или участники шоу «Голос» перепевают известные классические мелодии, то зал взрывается удвоенными аплодисментами и в честь талантливого исполнения и с приветствием знакомого произведения. Таким образом, классика и современность постоянно взаимодействуют, обогащают друг друга. Может измениться выразительный язык искусства, ведь постоянно появляются новые музыкальные инструменты и способы обработки звука, исполнительские техники. Но главная тема – человек и его судьба – останется в центре внимания, и каждое новое поколение с неизменной остротой будет решать для себя проблему смысла жизни своего предназначения, будет искать свою красоту и свою правду, и найденные предшественниками художественные образы послужат точками опоры в этих непростых поисках. О, нет, нет, друг, нет, князь, ты здесь не плен. Вот князь Игорь у Бородина, он образец мужества воинской доблести. Как поступить герою по честью? Плен, постыдный плен, в отчаянии восклицает он в своей арии. Но и решиться на побег ему нелегко, ведь хан Кончак относится к нему как к равному. Во вражеском стане князь Игорь живет на правах гостя, и этот враг предлагает ему дружбу. А разве в нашей современной жизни не встречаются нам враги, благородно предлагающие удобный плен? Есть над чем задуматься современному человеку. С момента создания оперы Бородина проходит 100 лет, и композитор Борис Тищенко смотрит на этот сюжет совершенно иными глазами. Героический ореол, созданный вокруг образа князя, наш современник ставит под сомнение. В самом деле исторические летописи свидетельствуют, что князь Игорь был движим скорее тщеславием, нежели заботой о защите русских рубежей. Безрассудством своим князь погубил дружину и подверг смертельной опасности свою семью и родную землю. Антигероем считает его Тищенко, а восхищение истинным подвигом любви и вероятности вызывает у него Ярославна. Та же самая история, те же самые герои, но как по-разному прочитан один и тот сюжет композитором-классиком и нашим современникам.
Сонорика, алеаторика – элементы фольклорных интонаций и молитвенных напевов. Это современный музыкальный язык, наполненный цитатами явными и неявными. Такую причудливую интонационную смесь композитор вкладывает в традиционный жанр балета. И в этом опять-таки классика и современность оказываются неразделимы. Ничто не ново под луной. Все истории начинаются одинаково. Узнаете цитату из Ромео и Джульетты? 6 веков подряд люди вновь и вновь рассказывают друг другу эту историю на языке оперы или балета, кино или мюзикла. Меняется внешняя сторона. Ритм группы ударных сопровождает даже лирические дуэты главных героев. Спецэффекты и компьютерная графика рисуют фантастические декорации. Но внутреннее содержание, разве оно изменилось? Так же, как и 600 лет назад, сердца ликуют от вдохновения всепоглощающей любви, а потом замирают от невыразимой горечи, жестокой расплаты за глупые, бессмысленные распри. Вечные темы искусства в каждую историческую эпоху то ненадолго замирают, то разгораются с новой силой. Наверное, у каждого поколения свои акценты и свои главные герои. Подвиг во имя любви, подвиг во имя Родины. Кто и на какой подвиг способен сегодня? Готов ли наш современник пожертвовать собой? Или, может быть, лучше пожертвовать кем-то другим, как это сделал Родион Раскольников? Эдуард Артемьев, автор рок-оперы «Преступление и наказание», выдающийся композитор современности. Он говорит с нами и на языке рок-культуры, и на фольклорном музыкальном диалекте, свободно переходит с джазового стиля на академическую классику и обратно. Музыкальное многоязычие современного мира – это прекрасная возможность пообщаться с людьми не только других стран и континентов, но и с представителями других эпох, познакомиться с разными взглядами на жизнь и впитать в себя то лучшее, что было создано человеческой культурой. Таким образом, на этом уроке мы узнали, что классика и современность постоянно взаимодействуют и обогащают друг друга. На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.